Сегодня началось 12-е очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен Республики. Прямо сейчас с нами на связи мой коллега Александр Лысак. Александр, здравствуй. Расскажи, сколько вопросов планируется обсудить и что уже успели рассмотреть народные избранники. Павел, здравствуй. Ну и давай сразу к делу. За 2 дня депутаты республиканского парламента рассмотрят 57 вопросов. И сегодня утром на заседании присутствовали 61 народный депутат из 70, то есть необходимый кворум. Ряд законопроектов был посвящен теме референдумов. Здесь интересна инициатива главы комитета по государственному строительству и законодательству Алексея Еремеева. Он предложил внести изменения в республиканский закон о муниципальных выборах. Суть изменений в том, чтобы вернуть графу «против всех» на муниципальных выборах. Депутаты инициативу активно поддержали и приняли в первом чтении. В последнее время участие наших избирателей в голосовании уже менее 50%. Если там ориентироваться на другие страны, это не характерно для нашей Российской Федерации. Поэтому совершенно правильно мы сегодня принимаем этот закон. Теперь давайте послушаем самого Алексея Еремеева о его инициативе. Это необходимо для того, чтобы мы повысили порог явки избирателей, во-первых, и для того, чтобы у нас было право у граждан Российской Федерации, в том числе проживающих в Республике Саха-Якутия, выражать свое мнение в соответствии с решением Конституционного суда Российской Федерации, который прямо сказал о том, что графа «против всех» имеет право быть в избирательном бюллетене. Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект об участии граждан в охране общественного порядка на территории Якутии. Проще говоря, это закон о народных дружинах. Здесь некоторые депутаты выступили против законопроекта, и в противовес им высказался глава Якутии Егор Борисов. В итоге проект приняли в первом чтении, а в данное время депутаты рассматривают законопроект о бюджете Якутии на ближайшие 3 года. Павел? Я напомню, что на прямой связи с нами был мой коллега Александр Лысак.